Однако пора, здравствуйте, с вами Надежда Акимова. Сегодня я вновь буду вашим проводником в мире горячих новостей нашего района и республики. Чем же стала интересна эта неделя? Одной из первой обсуждаемой новостью Нерюнгринского Бамонта стало назначение Андрея Фирюлина на должность начальника отдела промышленности, транспорта и связи. Экс-генерального директора назначен на место Голицына. Интересный выбор главы района, а может даже и разумный в данной ситуации. Ведь буквально недавно кандидатуру Андрея Фирюлина рекомендовал глава района на должность председателя по правам человека. В это же время правоохранительные органы на основании заявления нового руководства Эрчинхан, экс-генерального директора, проверяли по 4 эпизодам. В итоге Андрей Фирюлин в ближайшее время, возможно, будет находиться под следствием. Андрей Фирюлин активно участвовал в выборах этого года и оказал большую материальную помощь партии «Справедливо Росов». Главе района Андрею Фетисову, видимо, некуда было деваться, и он пристроил однопартийца к себе в районную администрацию. К чему, однако, приведет такая перестановка кадров, покажет время. Нерюнгринцам остается только надеяться на то, что в следующем году наш район будет в тройке лидеров по эффективности деятельности органов самоуправления в 2013 году. Пролистав периодику и просмотрев интернет-сайты, на одном из порталов я нашла статью под громким названием «Предприниматели Нерюнгри. Запретами пьянства не остановить». В ней говорится, что 5 ноября 2013 года в Нерюнгри под председательством мэра города Леонида Олейник прошло плановое заседание Общественного координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства. На нем обсуждался вопрос о новом законопроекте республики об установлении дополнительных ограничений времени условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. Новый законопроект затронет более 50 предпринимателей Нерюнгринского района. Теперь запрет на розничную продажу алкогольной продукции распространяется на торговые точки, занимающихся торговлей продовольственными товарами в нежилых помещениях многоквартирных домов. Предприниматели вынуждены повлечь за собой издержки на переоборудование, а это 37 торговых точек. Неминуемо сокращение рабочих мест. Около 150 нерюнгринцев останутся безработными. Однако новый законопроект против малого и среднего бизнеса. Конечно, забота о здоровье нации в приоритете правительства, но палка оказалась, как обычно, о двух концах. С одной стороны, мы заботимся о здоровье нации, а с другой загоняем предпринимателя в угол. Как мы помним, введение сухого закона в Советском Союзе не дало никаких результатов в борьбе с пьянством. Однако наступаем на те же грабли. Слух этой недели: Александр Петров, якутский предприниматель, завладевший крупным стратегическим объектом в Нерюнгри, нерюнгринскими районными электрическими сетями, продал компанию за кругленькую сумму. На этом все, однако до новых встреч.